Каждую неделю на телеканале БСТ загорается красная кнопка. Мы не боимся резких вопросов и прямых ответов, ведь только в споре рождается истина. С вами Евгений Романов. Здравствуйте. Итак, депутаты Госдумы предложили запретить аборты в частных клиниках, ужесточить условия для прерывания беременности у несовершеннолетних, учитывая, что до этого уже предлагали исключить аборты из обязательного медицинского страхования, то врачи бьют тревогу. Итак, тема сегодняшней программы – аборты за или против. Я предлагаю вам ознакомиться с нашими спикерами. Сегодня слева от меня Индира Сахауддинова, главный врач железнодорожной больницы, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии медицинского университета, а также главный специалист Минздрава Республики Башкортостан по планированию семьи. Индира Венеровна, здравствуйте. Добрый. Справа от меня Вячеслав Архангельский, руководитель отдела благотворительности и социального служения Уфимской епархии, протоиерей. Здравствуйте, отец Вячеслав. Здравствуйте. Ну, собственно, очевидны позиции наших спикеров сегодня. Индира Венеровна против запретов. Да, она считает, что это приведет к росту нелегальных, просто в тень уйдут аборты. А отец Вячеслав одобряет эти запреты. Ну, в общем-то, как и в целом, позиция церкви всегда была против абортов. Итак, я напоминаю, уважаемые спикеры, что у меня есть право нажать на красную кнопку, если вы превышаете лимит своего выступления. От телезрителей для вас вопрос сегодня звучит следующим образом. Надо ли выводить аборт из системы обязательного медицинского страхования, из системы ОМС? Правила понятны, в общем-то, вы уже не первый раз в нашей программе участвуете. Давайте начнем тогда. Смотрите прямо сейчас. Любой запрет еще раз увеличит количество тех абортов, да, которые будут выполнены криминальным путем. Жизнь человека начинается с момента зачатия. Аборт – это убийство. Какой процент по медицинским вы сказали? Ну, считайте, каждая третья. Мы работаем все врачи в едином поле законодательном. И делить коммерческие клиники на государственные. В последнее время у нас нет криминальных абортов. Были тяжелейшие криминальные аборты. Они не только лишались детородных органов, а лишались жизни эти женщины. Более подробно объясним свои позиции. В первую очередь я хотела сказать, что в принципе желание женщины, мы цивилизованное государство, и любой запрет становится запретный плод сладок. Если мы говорим о том, что мы запретим, я абсолютно согласна. Еще раз повторю, женщина в любом случае к нежеланной беременности будет относиться как к злокачественной опухоли, избавиться от нее. И мы, когда начинали работать с моими коллегами, сталкивались с огромным пулом женщин с криминальными абортами. Их привозили с пророщенными луковицами. И все это приводило, что женщина лишалась детородного органа. Поэтому здесь мы должны, как цивилизованное государство, создавать цивилизованные условия, чтобы женщина приняла осознанное решение для того, чтобы не делать аборт. Любые запреты пишутся для того, чтобы их обойти. Так же, как и в любом законе, есть лазейка. Спасибо большое. Отец Вячеслав. Ну да, действительно, я не первый раз в этой студии и по этой же теме. И можно проследить динамику. Раньше об этом как-то говорили как о неком чудачестве, о запрете абортов, а сейчас уже в Госдуме выдвигаются, обсуждаются законопроекты. Это радует. Остается только нам вот обсудить детали того, как мы будем сохранять жизнь детей. И предлагаю общее обсуждение тезиса «Жизнь человека начинается с момента зачатия». С момента зачатия, когда вот этот набор хромосом образовался, это уникальная личность, которая единственная во Вселенной. И вот исходя из этого строить всю нашу дискуссию. Хорошо. Ну, у вас еще минута идет. Да. Вот. Запреты, ну так тогда вообще для чего государство? Государство – это механизм принуждения. Тогда не надо светофоры убрать с улицы, и тоже хочется все время бегать на красный свет. Поэтому это не оправдание того, что запретный плод сладкий. Ну, вообще, на самом деле, здесь не стоит речь о том, чтобы запрещать, оправдывать. Здесь стоит о праве выбора, еще раз, самой женщины, как в цивилизованном государстве. Потому что, в первую очередь, мы должны с вами пропагандировать здоровый образ жизни. Мы должны пропагандировать современные методы контрацепции и планирования семьи.
по пути, по которому идет у нас Европа. Любой запрет еще раз увеличит количество тех абортов, да, которые будут выполнены криминальным путем. И в любом случае в новом законопроекте, если вы вдруг не слышали, речь идет о том, что у нас сейчас есть реальная угроза польского развития, да, которое привело у нас к огромным массовым демонстрациям. На сегодняшний день запрет на аборты существует в течение многих уже десятилетий. И есть, да, я и рассказываю изначально, потому что абортный туризм в Польше, они выезжают на корабли в соседние государства, где это можно сделать. И на сегодняшний день 98% абортов делается по медпоказаниям. Спасибо. Польша, это уж, так как говорится, на слуху. А есть еще такая страна Чили, где в 1989 году введен полный запрет абортов. По статистике, самая низкая материнская смертность в этой стране. Вот об этом почему-то не говорят. Кроме того, опять-таки, это все желание вот это женщины. Что хочу, то ворочу. В России есть один районный центр в центральной России. Там один роддом. И вот там врач, главврач, не делает принципиально абортов. Вот несмотря на все желания женщин. И он эту позицию держит несколько лет. Но каждую неделю он меняет дверь в своем кабинете. Вот. Поэтому противостоять этому можно, надо воспитывать чувства дикие. Опять-таки, жизнь человека начинается с момента зачатия. Аборт – это убийство. Об этом сказали все первые лица государства. Ну, значит, пора уже перестать ходить вокруг около. Надо вот действительно приводить все это в порядок. Спасибо. Заканчивая свою мысль, я не знакома с уровнем контрацепции в Чили, но заканчивая мысль по польскому сценарию, 98% на сегодняшний день ввиду тотального запрета так и так делаются по медицинским показаниям. Я хотела бы сакцентировать внимание на законопроекте именно в этом аспекте, потому что они сейчас собираются запретить аборты при тяжелых аномалиях плода, подтвержденных генетически. То есть женщина, зная, что ребенок погибнет у нее или родится без головы, аненцефалия, с тяжелыми хромосомными нарушениями, обязана донашивать ребенка, который у нее погибнет через час, через два, или же семья останется вынуждена, да, и в итоге она разобьется. Эти проблемы не переживают 90% семей с ребенком-инвалидом. И где эта социальная обеспеченность? Где наши с вами дома для матерей, которые они могут прийти? Да, я не хочу делать аборт, мне идти некуда, меня жизнь заставляет это сделать. Почему у нас нет таких подобий, как в Германии, Муттерхайм, например? Отец Вячеслав? Ну, почему же нет? Вот у церкви на территории Башкирии есть такой центр Ярослава. Вот. Но почему церковь должна этим заниматься, когда есть государство, которое имеет и финансирование, и аппарат административный, и, в общем-то, сейчас и говорится, признается, что НКО занимаются очень активно этим, и государство уже обращает на это внимание. Поэтому то, что возникают какие-то вот опять-таки желания, но опять-таки это для того и недели тишины, и психологи работают, и женщина эти желания может менять. Насчет того, что по медицинским показаниям аборты, но опять-таки это процент низкий, а 600 тысяч абортов в России делается официально только, и там далеко не все больные дети-то. И вот вопрос-то, почему здоровые мамы, здоровое дитё, и вот только из-за желания матери ребенка убивают. Вот тут какая-то количество. Спасибо. Какой процент по медицинским вы сказали? По медицинским показаниям на сегодняшний день это второе место внутриутробной пороки развития. Просто женщина, которая сделала аборт, какой, скажите, она не обследуется. Ну, считайте, каждая третья. Каждая третья. Спасибо. Коллеги, создается впечатление, что вся проблема замыкается на том, чтобы только родить. То есть мы, запрещая аборты, будем рожать, тем самым демографическую ситуацию выправим со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но позвольте, даже само государство, оно заинтересовано не в биомассе, а в достойных гражданах, а кто их будет воспитывать? Мы как раз работаем с женщинами, которые родили ребенка и по тем или иным причинам решили отказаться от малыша. На сегодняшний день нам, конечно, удается предотвратить до 70% отказов. То есть 7 женщин из 10 все же принимают решение забрать малыша домой в семью. Отмечу, что опыт работы нашей службы внесен во Всероссийский реестр лучших практик помощи детям и семьям с детьми.
Аборты и отказы от новорожденных – это печальные последствия нежелательно незапланированной беременности. По итогам нашего мониторинга основные причины – это материальные трудности и отсутствие жилья. Пугает и статистика. Увеличивается количество несовершеннолетних мам. У нас есть случаи, когда до 18 лет несовершеннолетняя мама успевает родить 2 детей. И говоря о запрете абортов, наверное, нужно как-то делить аборты в молодых возрастах. То есть вот это подростковом периоде, где наша республика, к сожалению, занимает лидирующие позиции. И в более лидирующие старших... позиции где? В каком регионе? В ПФО или где по стране? В России. Вообще в России мы входили... Сейчас ситуация несколько улучшилась, но пару лет назад мы были в десятке регионов, где очень высокое число детских и подростковых абортов. Да? И республика, лидировала по повторным детским и подростковым абортам. То есть вот надо работать, наверное, как уже сказали, превентивные меры. Превентивные меры и разрешать или запрещать. Но мы все-таки живем в 21 веке, и каждый мужчина и женщина имеют право выбора, когда и сколько ему иметь детей. В последнее время у нас нет криминальных абортов. Были тяжелейшие криминальные аборты. Они не только лишались детородных органов, а лишались жизни эти женщины. Поэтому право выбора должно оставаться у женщин. То, что у нас аборты в 2 раза меньше родов, мы приближены к Европе по этим цифрам. Мы не можем говорить, что у нас очень много абортов. Ну да, проблема есть, где есть первые аборты. Вот с этим нужно действительно бороться. Хочу добавить, что мы работаем все, врачи, в едином поле законодательном. И делить коммерческие клиники на государственные. Я хочу сказать, что по статистике нашей клиники, компании «Мать и дитя», мы стараемся вообще не делать абортов. И статистика подается в Минздрав. Форма известная, 13-я, и их не так много. Самое главное, я считаю, мы, врачи, не дорабатываем на этапе профилактики. Мы обсуждаем сейчас очень сакральную тему жизни человека. И как известно, что Всевышний сделал венцом свое творение человека и дал от себя частицу, это в виде души, а мы знаем, что человек состоит из плоти и души, и когда речь встает именно о прерывании жизни, о отбирании жизни, то относительно этого в Священном Коране есть аяты, где говорится «Бисмиллахи рахмани рахим, «Мен каталя нафсан бигайри нафсин, эу фасадин фил арзи, факааннама каталя наса джамиан». Всевышний Создатель сказал: и кто убьет душу не за душу или за порчу на земле, тот подобен тому, который убил как весь род человечества. И исходя из этих аятов, мы понимаем, что возникают различные жизненные ситуации, и именно в Коране, в хадисах не отражается вот эта тематика, потому что в то время ее не было. И в последовательности ученые-богословы, рассматривая эти вопросы, пришли ко мнению именно Юсуф аль-Кардави также, где говорится, что бывают роды непредвиденные, скажем, в результате насильственных действий, изнасилования, да, или же плод, известно, что будет неполноценным, уродливым будет, и в это время, то есть до 120 дней позволительно. Это опять-таки исключение вот в таких случаях. А после 120 дней, после 4 месяцев, по преданиям, ангел приносит душу, утробу матери, и человек, то есть ребенок является полноценным человеком. Далее в программе. Это наше сегодняшнее и самый важный путь еще раз идти цивилизованно, обучать половому воспитанию, открыто разговаривать об этом, раздавать контрацептивы. Установка на блуд и нежелание детей, то тут никакие таблетки не помогут, и будет это все равно. Сможем ли мы на детей повлиять лекциями, рассказами? Идут на аборт девочки, не устроенные в этой жизни, да, понимающие, что они одиноки, их не поддержат родители. И насчет полового воспитания, в школах должно оно вводиться, потому что от незнания больше проблем.
перейдем все-таки ко второму вопросу о незапланированной беременности у несовершеннолетних. Почему это происходит? Как это профилактически изменить эту ситуацию? Да? Что нам нужно делать? Тут непонятно вообще возражение. Аборты их не запрещают, они будут делаться, но делаться в государственной клинике. Да, это будет оплачиваться женщинами. Если они не хотят в государственной клинике делать, они могут обратиться туда, где выше гораздо риск, но платить там тоже все равно надо. Бесплатно нигде не будет. А с другой стороны, почему языковый выводить? Сама логика. Деньги бюджетные, государственные затрачиваются на уничтожение граждан государства. Вот это просто непонятная ситуация. То есть мы, налогоплательщики, верующие люди, оплачиваем убийство своих сограждан. Я опять повторяю, что мы все признаем тезис: жизнь человека начинается с момента зачатия. Все, спасибо. Спасибо. Я в первую очередь хотела еще раз обозначить свою позицию, что мы не говорим, что аборт – это хорошо, мы против абортов. Все врачи против, и у нас у каждой не одна сотня детей, которых мы сохранили. Мы боремся за это. И мне абсолютно непонятен этот фильм «Право выбора», о котором вы говорили, в котором врачи по локоть в крови руки признаются убийцами. Вот эту позицию надо останавливать однозначно. Мы не сможем с вами двигаться в цивилизованное общество без нормальной медицинской помощи. Это первый момент. Второй момент в этом законопроекте. По ОМС, в первую очередь, я не знаю, наверное, нужно все-таки, чтобы уже законодатели говорили о запрете абортов мамы, которые уже рожали, а не те женщины, которые вообще близко не знают, что такое. И они не знают о том, что частные клиники работают по ОМС. Что значит, мы уже все проросли друг в друга. И как гинеколог с 27-летним стажем поделюсь страшным секретом, что это очень хороший приработок для врачей-гинекологов, потому что все эти аборты уходят официально в выкидыши. Спасибо. Ну, пожалуй, обменялись мнениями. Ну, хорошо. То есть вопрос с ОМС и частными клиниками мы закрыли, да? Ваша позиция, что, в принципе, это нормальные законопроекты, и если они воплотятся в жизнь, это вполне правильно. Ну, конечно. Как же налогоплательщики будут оплачивать? Да, тогда перейдем к несовершеннолетним. Да. Профилактика беременности у несовершеннолетних. Что нам делать, чтобы исправить ситуацию? Опять-таки договориться об определении, что мы будем понимать под профилактикой несовершеннолетних беременностей. Потому что зачастую предлагают: давайте будем давать детям контрацептивы, и все будет хорошо. Опыт такой и был очень масштабный в Америке в начале 70-х годов. Это была полная катастрофа, отменили. У нас на заре перестройки в 95-м году, по-моему, в Рязани был такой пилотный тоже проект. И тоже резкий рост и абортов, и заболеваний, передающихся половым путем, среди несовершеннолетних. То есть однозначно самая лучшая профилактика – это целомудрие. Вот. Поэтому, да, и вот просто такой штрих, пример. В одном из районов мне довелось на собрании присутствовать, и там выступала вот медработник с женской консультации, и она ругала одну девочку, школьницу, которая поехала на каникулы и не взяла с собой гормональные контрацептивы. Говорит, хорошие девочки всегда берут с собой, не забывают. Спасибо. Ну, я хочу сказать, у меня есть тоже опыт. Мы участвовали в территории женского счастья вместе с Миланой Скоробогатовой. И я всегда оставляю свой номер телефона и, сохраняя целомудрие, поверьте, они находят другие способы и тоже переживают не забеременеть. Сохраняя целомудрие, извиняюсь, гинекологическим языком, они используют другие методы половой жизни. Поэтому это наше сегодняшнее и самый важный путь, еще раз идти цивилизованно, обучать половому воспитанию, открыто разговаривать об этом, раздавать контрацептивы. Я абсолютно согласна, что женщины за аборты во всем мире, первый аборт, например, в Германии, делается бесплатно, потом он оплачивается, стоит дорогих денег. Здесь абсолютно я согласна. Да? Но еще раз, если мы говорим о том, что должна быть нормальная образовательная программа, и девочки действительно не должны забывать контрацептивы, когда они едут в школьный лагерь. Это нормально во всем мире. И у них самая низкая частота абортов в Европе. Потому что у нас всего лишь 7% и огромное количество абортов. Ну, по данным Всемирной организации здравоохранения, ни один контрацептив не дает стопроцентной гарантии. И на фоне применения контрацепции в мире происходит ежегодно 30 миллионов абортов.
То есть проблема в абортивном мышлении. Если сразу установка на блуд и нежелание детей, то тут никакие таблетки не помогут, и будет это все равно. Нет такого стопроцентного средства, кроме целомудрия. Пожалуй, так. Спасибо. И последняя минута у вас. Ну и по поводу еще раз контрацептивов, на самом деле огромное множество, и при правильном приеме, поверьте мне, 100% эффективности дают контрацептивные таблетки и другие методы контрацепции, и они современные. А целомудрие должно быть в сердце и в душе. Не знаю, вот извиняюсь, если есть извращенные способы соития, назовем это так, при сохранении физиологического целомудрия, ну это, наверное, уже надо добираться в душу, а не пытаться одеть пояс верности. Ну что ж, точки зрения изложены. Возможно ли добрым словом исцелить душу наших подростков, дабы они не совершали какие-то дела непотребные, скажем так, да, и извращенные, как уже сказала Индира Венеровна, действия, будучи в школьных лагерях с контрацептивами, полностью вооруженные, да? На мой взгляд, лучшая профилактика – это нормальная семья, это нормальные семейные отношения и пример родителей для своих детей и доверительные отношения между детьми и родителями. Ну вот статистика подтверждает, что в принципе женщина в браке, женщина с мужем, который зарабатывает, она не идет на аборт, и здесь у нас цифра не меняется, да, коллеги. Почему? Потому что культура контрацепции, она все равно, она так или иначе, да, формируется в нашем обществе, и это, наверное, скорее хорошо, чем плохо. Но давайте смотреть правде в глаза и не подменять вообще проблемы экономические какими-то гендерными вопросами. Причем здесь свобода выбора. Если в семье принимается такое решение, а, как правило, оно принимается даже не в семье, да, то есть идут на аборт девочки, не устроенные в этой жизни, да, понимающие, что они одиноки, их не поддержат родители, бросил партнер, а вполне возможно, они не знают, кто отец, да, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому пока не будут решены проблемы, связанные с нормальным трудоустройством, с мужчиной, который уверен в завтрашнем дне, в своих доходах, в доступном жилье, женщина, которая может опереться на мужчину, который стоит уверенно на ногах, это нормальная семья. Женщины хотят рожать, женщины будут рожать, и это не проблема. Проблема в том, как растить, как воспитывать и так далее. Да, спасибо. Но вопрос в том, что сможем ли мы на детей повлиять лекциями, рассказами, просвещением. Вот вы начинали говорить про половое воспитание, да. Конечно, чтобы проникнуть в душу, как раз-таки нужно проводить большую, на наш взгляд, большую работу по половому воспитанию школьников. И здесь, наверное, важно формировать у подрастающего поколения осознанное родительство. И это должно происходить не только в семье, конечно, в семье в первую очередь, но и в школе, и в первую очередь даже, может быть, через средства массовой информации. Если будет вестись такая работа в системе, в рамках единой методологии, тогда, возможно, мы сможем достичь положительной динамики в решении проблем, которые мы сегодня обсуждаем. Поэтому только превентивные меры через осознанное родительство. Пророк говорил, Мухаммед, саллиллаху алейхи вассалям, все беды рода человеческого от духовной деградации души. И то, что мы ориентируемся последние годы на европейские ценности, на западные ценности, это не есть и хорошо. Потому что и сам в свое время Владимир Владимирович Путин говорил, что у нас есть свои традиции, свои культуры, свои ценности, которые испокон веков были привиты божественными началами через Священное Писание. И то, что действительно, если пропагандировать, скажем, как детям летний лагерь себя вести, как предотвращаться от контактов, то, безусловно, это и есть начало стадии деградации общества. И Европа – это не уровень показателя. И то, что там однополых браков, дети растут, и это не лучший пример. И именно Всевышний Создатель многократно в Коране говорит, что род человеческий, когда доходил до такого развития, пика своего развития, разврата, аморальности, то они сходили на нет. Они погибали, даже атланты, другие убийские цивилизации, можно уму перечислить, которые на нет сошли.
И поэтому нужно исходить, как еще раз призываю, у нас есть свои традиции, морально-нравственный кодекс, и нужно обращаться к этим истокам и делать уже выводы. И даже вот в советский период было постыдно, чтобы в школе или чтобы детям обучали или показывали, или брошюры распространяли, как вести добрачный или в юношеском возрасте половой образ жизни. Это было просто аморально. Я считаю, что многие вообще подростки в школах, они даже не имеют понятия о том, как происходит зачатие. Они не понимают вообще процесс. Вот сколько я передач смотрела, и вот мне кажется, они даже не понимают о плюсах и минусах, каких методов контрацепции. Мне кажется, об этом вообще не ведут вопросы. И вот подбор методов контрацепции, вот мне кажется, с ними нужно вести такие беседы. И о заболевании, передающемся половым путем, тоже. Как бы общество деградирует, да, но общество не может стоять на месте. В любом случае мы будем куда-то двигаться, и нужно под эти условия подстраиваться. И как бы и насчет полового воспитания, в школах должно оно вводиться, потому что как бы от незнания больше проблем. О вопросе полового воспитания я хочу сказать, что, наверное, нужно начинать это с семьи именно, потому что именно с истоков семьи начинаются все наши знания, вся наша взрослая жизнь. Поэтому, как уже сказали, что в семье должны быть доверительные отношения, основанные на этом, проводить беседы. Также необходимо проводить лекции в школах, в общеобразовательных учреждениях, а также нашим врачам, коллегам именно о профилактике возможных последствий, да, в беременности в подростковом периоде и о заболеваниях, передающихся половым путем. Именно, мне кажется, это необходимо нам делать всем. Знаете, мы опрашивали молодых людей, которые решились на аборт, и спрашивали несовершеннолетних, что их подвигло к началу половой жизни. Почти все ответили любовь. Не насилие, не что-то, а любовь. Да. Я больше ничего не добавлю. Ага, понятно. То доверие должно быть между родителями и детьми, да, но должно быть доверие к учителю и доверие к медицинскому работнику, да, то, что были созданы подростковые кабинеты, это замечательно, но, на мой взгляд, очень мало ресурсов выделяется вот для того, чтобы вот такая работа проводилась. Отрадно, что молодежь говорит, что нужно. Доверительное общение, разговоры, информация. Никто не сказал, что контрацептивы нужны. И насчет того, что любовь там движет этим, значит, блудом-то, так надо разобраться, что такое любовь, а что такое, мягко говоря, влюбленность. Далее в программе. Суррогатными мамами становятся люди от бедности. Фактически это предоставление своего тела на прокат. Какую-то, на прокат, да. Есть нашумевшая история по Батуми мамы. Ну, запретите в России, они поедут в Грузию. Ей 24 года, у нее 10 детей, которых родила суррогатная мама. Бесплодие не уменьшается. Бесплодных пар, к сожалению, становится все больше и больше. К нам обращаются пары за суррогатным материнством не для того, что вот я не хочу рожать там, или я не хочу вынашивать, а это строго по медицинским показаниям. В нашем обществе сходить в детский дом, да, взять ребенка. Женщина все-таки имеет право иметь своего ребенка. Давайте перейдем к третьему вопросу, который непосредственно также связан с темой абортов. То, что мы сегодня обсуждаем, это эко- и суррогатное материнство. Как вы относитесь к данным процедурам и как прокомментируете? Кто начнет? Ну, давайте специалисты. Ага. Спасибо. Ну, по поводу любви и блуда, наверное, вся жизнь уходит на то, чтобы понять нам, взрослым женщинам, что такое любовь и блуд. Девочки действительно говорили именно о контрацепции. Еще раз говорю, что я ярый противник абортов. Ну и ярый противник их запрета. Потому что у нас цивилизованное государство, аборты действительно очень зачастую приводят к тому, что женщина расхлебывается. И я всегда говорю женщинам, что ваш первый аборт может стать последним. Я бьюсь до последнего, до каждой последней секундочки. Это наше право, и это внутри нас так учили. По суррогатному материнству тема обсуждаемая всегда. И мы тоже двигаемся. И мы тоже можем все это запретить и закрыть глаза и сказать, что этого нет.
ни однополых браков, ни суррогатных мам. Но мы двигаемся, мы вынуждены жить в новых реалиях сегодняшнего времени. Поэтому ЭКО развивается. Это иногда бывает единственная возможность матери стать счастливой. Спасибо. Вот с одной стороны, 600 тысяч матерей здоровых детей убивают. С другой стороны, 30 тысяч, по-моему, в России ежегодно по ЭКО рождают. И одно ЭКО сколько? 200 тысяч стоит или сколько, да? По ОМС. Можно тоже вывести. Ну да. Вот, значит, получается, что 30 тысяч помножить на 200 тысяч, это сколько? 6 миллиардов, да? Вот. Учитывая, что это еще процент, там четверть столько, что ли, а то и меньше рождается. То есть эту сумму еще умножить на 4 надо. Итого где-то может дойти до 500 миллиардов вот этот рынок ЭКО. Вот. То есть это очень такая вот интересная тема. С другой стороны, 600 тысяч, которые бесплатно, пожалуйста, здоровые, их почему-то по желанию мамы убивают. Вот. Кроме того, опять-таки, зачинаются дети, там сколько их избыточных остается-то? Их и замораживают, их и там, может, и на опыт какие-то пускают, их и продать можно. Спасибо. Ну, нехорошо. Ну, на опыт их не пускают. В любом случае, тема абортов вообще, она скоро закончится, потому что по статистике у нас только за последних 2 года минус 8,5 тысяч вообще, в принципе, женщин фертильного возраста рожать скоро некому будет. И снижение числа абортов, понятно, оно будет, но рожать некому. У нас минус 5 тысяч родов. Государство вынуждено покупать, и программа ЭКО есть и будет, и она будет развиваться. По поводу того, что их куда-то продают, извините, пожалуйста, у нас тоже цивилизованное государство, есть уголовные аспекты, и мы ничего с этими эмбрионами сделать не можем. А некоторым женщинам бывает очень удобно. И это тоже веяние, время, это тоже ее право. Если ей некогда, и такие мамы тоже встречаются в нашей практике, она заряжает, извиняюсь за сленг, 2 суррогатных матерей. И мы не сможем с вами никаким образом запретить ей выбрать суррогатных матерей или такой путь стать матерью. Суррогатное материнство сейчас предлагают хотя бы порядок навести, потому что у нас самое либеральное законодательство в мире на эту тему. Что хотя бы запретить для иностранцев это делать. Хотя бы это, чтобы было только для семейных пар. И чтобы это было на некоммерческой основе. А сейчас это зачастую суррогатными мамами становятся люди от бедности. Вот я специально в интернет вошел, там объявление, очень много, мягко говоря. За 1 000 000 рублей рожу вам все, что хотите. Вот, поэтому фактически это предоставление своего тела на аренду какую-то, на прокат, да. А ребенок становится объектом купли-продажи. Женевская конвенция о правах ребенка говорит, ребенок нуждается в защите как до, так и после рождения. То есть это уже чуть правее времени. Почему-то вот это все забывают. А это официально, это цивилизованный мир об этом заявляет. Спасибо. Последняя минута. Ну, резюмируя вашу фразу, на самом деле сегодняшняя передача именно женщина рассматривается как объект, который мы можем что-то запретить, разрешить или упорядочить ее жизнь. На самом деле в неволе не плодятся. И если мы посмотрим в форумах отзывы, женщина пишет о том, что, извините, пожалуйста, мне 30 лет, это мой первый осознанный выбор, я стану скоро мамой, но это мое решение, и мое тело не инкубатор для вынашивания ребенка. Есть нашумевшая история по Батуми мамы. Ну, запретите в России, они поедут в Грузию. Ей 24 года, у нее 10 детей, которых родила суррогатная мама. И еще раз, это боль государства. И это головная боль государства, и в том числе и церкви. Просто так женщина никогда, она настроена на то, чтобы стать матерью, она не пойдет на аборт. Она никогда не пойдет продавать свое тело и стать суррогатной матерью. Зачастую эти женщины, рожая ребенка, рожают это для того, чтобы выкормить и отправить в школу предыдущих. Это страшно, но это веяние нашей современной цивилизации. Вот поэтому покойный ныне Дмитрий Смирнов, протоиерей, говорил, что это, говорит, худшие формы проституции, суррогатное материнство. Одни идут на панель, другие идут вот в инкубатор. А суть та же самая, да, кормить детей. У Иисуса проституткой была как раз, насколько я помню, которая его омывала и спасала. Да, конечно. Так мы не осуждаем этих женщин. А вот им жалеем и думаем, что же сделать и как помочь. Чтобы вот таких ситуаций-то не было.
Церковь ни в коем случае не отвергает грешников, отвергает грех, который человека порабощает. Поэтому суррогатное материнство – это ужасно, это что там до 6 родителей у одного ребенка. То говорится, что надо, значит, ребеночку, пока он в утробе, песенки петь, там, рассказывать сказки, потому что эмоциональная связь устанавливается. А тут, значит, психолог этой суррогатной маме говорит: о нем не думай, и на него больно ты не смотри, когда родится. Запрещается контакт с заказчиками, и заказчики-то зачастую бывают обманутыми, что они не знают, сколько там было выкидышей, сколько там было, за что заплачено. Спасибо. Очень темная тема. Спасибо. Ну что, не та мать, которая родила, а та, которая вырастила. Как вы относитесь к проблеме суррогатных матерей, ЭКО? Я говорю, очень интересно. У нас, конечно, тема сегодня получилась объединенная. И прям я даже сама в смятении, потому что при таком количестве абортов, хотя количество абортов снижается, бесплодие не уменьшается. Бесплодных пар, к сожалению, становится все больше и больше. И как же им не помогать? Это вот как раз пары приходят, которые любят друг друга, ведь у них бесплодие бывает годами. Приходят пары по 4, по 8 лет бесплодия. Им может помочь только программа ЭКО. Ну как же не помочь таким парам? А какие детки счастливые рождаются? Они же приходят потом с этими детками, они их показывают. Это же просто загляденье. И по статистике и доказано, и психологи это отмечают, что дети в таких парах рожденные, они более развитые, потому что они долгожданные, им больше внимания оказывается. Что касается они говорят, что они менее здоровые, менее выносливые? Это доказано, что дети нисколько часто не уступают в здоровье, нисколько. Точно? Доказано педиатрами. Да, сейчас никаких цифр я вам не приведу, это доказано. И они более развиты, потому что они любимы этими родителями, долгожданные детки. Ведь есть абсолютное бесплодие, трубное, есть абсолютно мужской фактор, когда ничего, кроме программы ВРТ, программы ЭКО, уже этим парам не поможет. Ну как же им не помочь? Что касается суррогатного материнства, может быть, вы опираетесь на статистику действительно в каких-то центральных московских клиник. У нас не так много программ суррогатного материнства. И очень часто пары приводят сестер, родственников. Там мы, конечно, у нас медицинская часть, мы не углубляемся в коммерческие какие-то проблемы их, и, скорее всего, это даже и не оплачивается. Потому что очень часто приводят просто родственниц, подруг, которые просто хотят помочь бесплодным парам. Поэтому, мне кажется, дети должны быть, просто должны быть счастливые, здоровые. Я бы тоже хотела, во-первых, поддержу всех коллег, и хотел бы сказать, уважаемый батюшка, по поводу методов вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе и суррогатного материнства. Когда видишь эти счастливые глаза родителей, ведь к нам обращаются пары за суррогатным материнством не для того, что вот я не хочу рожать там, или я не хочу вынашивать, а это строго по медицинским показаниям. И слава богу, что есть такие методы, с помощью которых мы можем помочь супружеским парам обрести счастье быть родителями. Вот сегодня только, я волнуюсь, извините, сегодня только пришло мне сообщение на телефон, родился наш очередной малыш, и испытываешь такое счастье, когда читаешь эти сообщения, и поэтому только спасибо, что... Только за. Да, я только за. Ну, категорично запрет суррогатного материнства, но, к сожалению, могут пострадать женщины, которые априори не могут иметь детей. Бывают пациенты, которые к нам приходили, перенесли онкологическое заболевание, и мы помогаем таким женщинам, которые отсутствие матки. Да. Конечно, в нашем обществе... Сходить в детский дом, да, взять ребенка. В обществе, конечно, существует проблема. И сколько детей страдают, живущих? Злоупотребление, да, суррогатным материнством. И с этим нужно, я согласна, бороться, потому что проблема такая существует, и мы не будем об этом говорить, да, в рамках этой программы. Но женщина все-таки имеет право иметь своего ребенка. А если посмотреть с другой стороны, то посмотрите, как на сегодняшний день развиваются репродуктивные технологии. Это же только благодаря Всевышнему нам дается ежедневно, открываются новые методы, которые мы пытаемся внедрить и помочь супружеским парам. Поэтому это только благодаря Всевышнему.
А представляете, будут такие магазины с зародышами. Я хотела сказать, вот сейчас на 3D-принтерах печатают органы. И вполне возможно, что еще через 10 лет, я старше интернета, я всегда говорю своим детям, да, что это настолько молниеносно развивается, и через 10 лет у вас в инкубаторе появится 3D-напечатанный ребенок. Тоже запрещать будем? Такие микроволновки дома. Все может быть. Что естественное, то, что есть, да? Когда пророк Моисей спрашивал Господа, как мне людям сказать, кто со мной говорит, он сказал: я тот, кто есть. Аз есмь сы по-славянски. Вот тот, кто есть, то, что естественно, это от Бога. И вот чтобы разобраться, технология, она от Бога или от дьявола, ну, надо хотя бы немножечко узнать, а Бог-то, он что об этом-то говорит? Технологии газовых камер тоже есть они. Они тоже, что ли, от Бога? В Освенциме-то стояли. Вот. Технологии, они разные есть. И разум человека, если человек, как говорится, нацелен на зло, это самое будет страшное оружие в мире. Можно вам проопонировать буквально на секундочку? Да хоть полминуты, что естественно, неестественно? Тогда мы должны не вынашивать с вами 500-граммовых детей. Это неестественно, что женщина, родив ребенка весом 500 грамм, в полсрока беременности 22 недели, и ребенок заведомо, практически очень часто бывает инвалидизирован. Это неестественно, и врачи не должны его выхаживать. И тогда у нас не будет 167 уголовных дел против акушеров, гинекологов и неонатологов. Выступайте с законодательной инициативой. Ну, законодательно выступать можно, просто эта тема... Здесь может быть другое правило. Когда ты можешь помочь, ты уже должен помочь. Ну, вполне возможно, но это же неестественно выхаживать 22 недели. Помочь-то естественно. Ну, понятно. Но поэтому здесь и помочь естественной женщине, дать путем суррогатного материнства, это тоже естественно. Я просто хотела сказать, что тема не нова на самом деле. И вот любое вмешательство в биологическую жизнь гражданина еще 70-х Мишель Фуко называл как раз именно биополитикой. Биополитика – это вмешательство в биологию, в биологическую жизнь самого человека. Право на свое тело у человека должно оставаться всегда, в первую очередь. Право на жизнь матери – да, право на жизнь ребенка однозначно, но женщина должна решать сама. И наша с вами задача – дать ей эту возможность, дать ей эти условия для того, чтобы женщины, большинство абортов по-прежнему совершаются, будучи беременным вторым или третьим ребенком. То есть женщина знает, это ее осознанный выбор. К сожалению, и еще раз говорю, это очень тяжелый шаг. И все женщины, которые прожили аборт, они его помнят навсегда. Итак, я еще раз благодарю Индира Венеровна, отец Вячеслав, за ваши точки зрения, за ваши позиции. И прощаюсь с вами, уважаемые телезрители, до следующей недели. Это была программа «Красная кнопка». Всего доброго.